Друзья, рада приветствовать вас. Меня зовут Наталья Димча, и сегодня в эфире у нас программа Life on Love. Это передача, где слова проверяются на прочность, а не просто звучат. И гостем в нашей студии Love МД сегодня примар муниципия Камрад Сергей Анастасов. Я благодарю вас, что вы нашли время и пришли к нам. У нас накопилось очень много вопросов, связанных с последними событиями. И являетесь вы еще председателем примарского корпуса Гагаузии. В минувшую... Не являюсь. Председательствующий на заседании у нас по очереди. Ага, председательствующий по очереди. Камраде, значит, я председатель. Вот как. Да. Поэтому я поняла, что вы являетесь председательствующий примарского корпуса, когда проводится заседание в Камраде. В Камраде, да. Да, поняла. В минувшую неделю на очередной встрече, которая, как я поняла, прошла в Камрате, примарский корпус Гагаузии принял декларацию, в которой фактически зафиксировал отношения между центральной властью и автономией зашли в точку напряжения. И это уже не про политику, хотя и про политику тоже, но получается, что политика в любом случае затрагивает и жизнедеятельность наших граждан. Это и недополученные ресурсы, и растущее недовольство людей, и, наверное, замедленные проекты, реализация намеченных. Да. Вот, и поговорим, сказывается, да. Да, и я бы хотела, чтобы мы с вами поговорили, где проходит этот разрыв и кто несет сегодня за это ответственность, и есть ли сегодня реальный выход из этого кризиса. Иногда, знаете, политические кризисы звучат красиво, как абстрактные формулировки в декларациях, но ваша декларация – это именно... наверное, зеркало реальности, когда институциональные власти в автономии зашли в такой тупик, где сами уже не могут разрулить ситуацию и найти выход из положения. И вот если вы в этой декларации говорите о рисках для стабильности, вот, и там в декларации примарского корпуса довольно жестко звучит формулировка о рисках для стабильности, подрыве доверия к институтам власти идет речь. И если перевести это на язык, скажем так, с языка документов на язык реальной жизни, где именно сегодня проходит этот разрыв между центральной властью и Гагаузией. И ощущается ли, вот, как вы считаете, как он бьет вообще на жизнь и реалии сегодняшней ситуации для наших граждан? В первую очередь Молдова, Гагаузия или город – это как семья. Если в семье есть разлад, понятно, что там ничего хорошего нельзя. То есть ничего хорошего никто не добивается. И все идет в разлад. Сегодня у нас ситуация такая, что практически тянется эта ситуация уже, в принципе, не в этом году, она не началась, и не в прошлом, уже несколько лет. Я очень не люблю, когда кто-то старается манипулировать какими-то законами. Ну, в данном случае всегда привык начинать с самого себя и от нас, где мы проживаем, ну, в первую очередь Гагаузии. И когда мы говорим о том, что выборы у нас в 2016 году проводились, следующие выборы люди ждут в 2020 году, мандат на 4 года. Нет, они у нас проводятся в 2021 году почему-то. После этого проводятся в 26-м, возможно. 21 июня уже объявили. Надеемся, что они проведутся, но 5 лет проходит. У нас же ведь уложение Гагаузии 4 года. Почему этот вопрос не поднимается тогда, когда выборы начинают организовываться поздно? К примеру, в августе месяце мы все ждали, что уже объявят выборы в Народное собрание Гагаузии. У нас буквально этот процесс начался, наверное, в конце года и начало следующего года. Затягивать. Зачем затягивать, если в уложении четко написано: мандат депутата на 4 года, и не нужно его тянуть дальше, идти. И, конечно же, есть и другие моменты, где нарушается закон и дается прецедент. Очень хорошо помню, как власти автономии отстаивали в Конституционном суде, НДС и так далее, и так далее. Да, это на тот момент мы тоже посчитали, что
В данном случае мы не обвиняли власти автономии. Тогда был Конституционный суд, если принял уже в пользу автономии, значит, он определил, как его, что НДС нельзя отбирать, и достигли своего. Когда у нас идет в Гагаузии тоже есть бюджет, передается на каждый населенный пункт, есть закон о контрибуциях, о капитальных инвестициях. И когда мы с протянутой рукой ходим своим же, то есть мы вроде бы свои здесь, очень ратуем все за развитие всех городов, и с большим трудом мы добиваемся контрибуции, те, которые написаны в законе Гагаузии. Если в законе написано так, то зачем это нарушать или что-то придумывать и что-то делать? Или тот закон, который у нас тоже в Народном собрании, он, по-моему, 4 года тому закону, о капитальных инвестициях местного значения. Нигде в мире нет, чтобы все 100% депутатов должны были проголосовать, чтобы город получил капитальные инвестиции. Имеется в виду депутатов 100% от города или от другого населенного пункта. Если один из них не голосует, значит капитальные инвестиции, они не поступают для развития. Вы знаете практику хотя бы в мире, в одной какой-то стране, чтобы такое было? А вот представим наоборот, что в Республике Молдова в парламенте издали аналогичный закон относительно Гагаузии. И вот эти все депутаты, которые у нас сегодня являются уроженцами, депутаты парламента Республики Молдова, являются уроженцами, к примеру, Гагаузии, они все 100% должны проголосовать, чтобы Гагаузия получала какие-либо средства на свое развитие. Как вы думаете, найдется один, который не будет голосовать? Естественно, что найдется всегда один, который не будет голосовать. Один, два, а может 3. Зачем такой прецедент создавать? Поэтому эта ситуация, она длится уже особенно очень сильно, она активно была. Последние 3 года такое ощущение, что это специально было сделано, чтобы вот этот скандал между центральными властями и автономией, он преднамеренно, то есть к этому все шло. Сначала убрали ЦИК по какой-то причине, может быть, вместе говорили с центральными властями страны, чтобы этот ЦИК упразднить. После этого его не вовремя уже подождали, пока мандат истек. Естественно, что опять же мандат доверия на 4 года. Когда проходит 4 года и 1 месяц или 2, вы уже не полномочны голосовать за какие-либо законодательные акты. Вы можете только распределять финансовые средства. Это не закон. Финансовые средства не меняют тех законов, которые уже есть. Потому что на любом уровне власти, пусть это будет местная власть или всегда институты власти должны работать, потому что мы не можем остановить, к примеру, там, детские сады или школы. Естественно, что финансовые вопросы, они проходят до следующего мандата, пока уже не придут новые депутаты. Это совершенно другой случай. Сейчас мы говорим о законодательной базе, там, где выборы должны были провести, голосовать. Если вы убрали ЦИК, к примеру, 2 года назад, так верните его вовремя, то есть когда вы в рамках находитесь своего мандата, то есть 4 года мандат, еще раз возвращаемся, вот тогда нужно было и проголосовать. Нет, почему-то подождали, чтобы этот срок прошел, и после этого давайте будем голосовать за, ну это уже создает какие-то проблемы. Нельзя сделать, 4 года прошло, на следующее воскресенье выборы. Как положено, то есть форс-мажорные ситуации могут быть. Но это наводнение, это какие-то другие, но у нас таких форс-мажорных ситуаций не было. У нас самые большие форс-мажорные ситуации, которые были последние 3 года, это блокирование дорог, когда приезжали власти из центра к нам. Мы даже приезжали с проектами сюда, чтобы развивать наш регион. То есть строительство канализационных сетей, очистных и так далее. И тогда блокировали приезд министров и так далее. То есть такое ощущение, что власть, которая к нам пришла 3 года назад, она не пришла для развития, а вот для этой конфронтации, то, что мы сегодня имеем. Вот сегодня выход, как в нашей декларации примаров, у нас один выход. В любом случае договариваться сегодня, ездить. Мы буквально на следующей неделе уже, я уже надеюсь, что будем иметь встречу на уровне центральных властей страны. Наши требования, не то что требования, а в нашем диалоге мы озвучивали, чтобы выборы все-таки были проведены, чтобы мы не оставались без выборов в Гагаузии, потому что это уже идет еще дальше. И вот эти полномочия, которые могут покинуть нас из-за вот этого беззакония, которое творилось 4 года и более, когда продлевают мандаты сами себе и так далее,
чтобы она не аукнулась потом на всей Гагаузии, потому что мандат тут истек, понятно, но Гагаузия, она не должна зависеть только от депутатов этого созыва. Все-таки Гагаузия это она долго, и я не слышал ни разу, что кто-то хочет упразднить Гагаузию в центре Молдовы или в другом месте. Тут я понял, что ситуация. Пришли развивать автономию, когда люди хотят развивать, что они делают? Едут договариваться, в центре все равно больше средств. Выделяют контрибуции своевременно, не выбирать на какой объект. То есть все согласно закону, тем более, когда какие-либо средства приходят в большом объеме, и мы не можем найти часть этих средств, тогда о каком развитии можно говорить? Если какие-то 20-25 миллионов лей поступает для развития любого населенного пункта, неважно, это Камрат или другие, то я думаю, что там миллионов 3-4 мы должны тоже изыскивать, чтобы не потерять эти 25. Но это вот тоже у нас не случается относительно всех населенных пунктов. И мы должны ходить протянутой рукой и просить, чтобы они исполнили свой закон. Это очень плохо. Еще вот продолжим тему нелегитимности. В декларации Примарского корпуса звучит эта чувствительная тема, и это не про отношения с центром, а вопрос внутреннего правового баланса у нас в самой автономии. Речь идет о затянувшихся мандатах, о чем вы до этого говорили, и о работе избирательного органа, которые до сих пор не могут определить, как его назвать. В принципе, уже определились, но получается, что это идет вразрез с национальным законодательством. Да, и здесь проблема уже получается, что вопроса легитимности, вопроса узурпации власти, потому что об этом уже многие говорят и говорят с разных площадок. И также и вы прямо говорите о практиках, которые выходят за рамки правового поля и создают институциональные перекосы. Это не выход из... Да, и сразу напрашивается логичный вопрос, кто должен нести за это ответственность? И вот как вы сказали, что единственный выход – это диалог с центром, о чем говорят и некоторые депутаты Народного собрания Гагаузии, и некоторые эксперты. Но если мы возьмем во внимание, что на сегодняшний день эти люди, которые находятся у руля власти и занимают должность исполняющих обязанности, я говорю сейчас и об исполняющем обязанности и председателя Народного собрания Гагаузии, и об исполняющем обязанности исполнительного комитета. Они не рукопожатные, с ними на сегодняшний день не хотят вести диалог. Ведь вы вспомните, как активно сначала депутаты ездили, договаривались с вице-председателем избирательной комиссии Республики Молдова с Павлом Пастико, но теперь все заглохло и остановилось на тормозах. Гагаузская сторона, я прекрасно смотрел заседание Народного собрания, что мы выходим из рамок соглашения, там, вот этих, как можно выйти. Мы, наверное, живем в одной стране. Если вы не умеете договариваться, обычно не мы выходим, а выходят те люди, которые не могут договориться. У нас в 90-х годах такая же ситуация была, что не все были рукопожаты тогда. Ну, были такие люди, патриоты, которые были рукопожаты. И они выезжали, договаривались, у нас не было кровопролития. У нас эта сложная ситуация, она не обернулась какой-то катастрофой. А сегодня, когда бюджет автономии лучше, чем в любом другом регионе, в 2014 году закон поменялся, налог на прибыль действуется. То есть у нас на душу населения средств больше на 20-30%, нежели в других регионах. Иначе откуда наши дети кушали бесплатно в садиках или в школах, а дети других регионов платно. Очень много программ. То есть есть средства на развитие, есть возможность ездить, не играть в политику постоянно, бесконечную. Потому что у нас такое ощущение, что в 90-х годах у нас создавалась сначала республика, потом автономия. И как будто это создание этой автономии еще длится уже более 30 лет. Так жизнь человека в среднем там, 70 лет. Так мы еще 40 будем строить автономию или все-таки начнем работать? Это нельзя проект сделать на какой-либо дом, проект, и обсуждать его 30 лет. Надо дальше строить дом уже, то есть развивать автономию. Параллели такие привожу. Если этим люди не занимаются, значит у них есть время на конфронтации. Поэтому тут надо, если не могут не рукопожатные одни, то есть рукопожатные другие. У нас 35 мандатов, по-моему, в настоящее время 33 депутата. Я не думаю, что кто-то из них не может сегодня в составе комиссии выехать и договориться, чтобы провели эти выборы быстрее. Мы, к примеру, Примарский корпус, мы готовы ехать, и мы уже созванивались. В следующей неделе, в любом случае,
либо либо сюда приедут к нам, либо мы поедем, без разницы, но мы в любом случае будем отстаивать, ну, по крайней мере, что в наших силах, все, что мы можем сделать для того, чтобы все-таки выборы были проведены, на каких условиях, потому что власти Молдовы, они тоже думают о том, чтобы продолжение вот этих 3 лет, которое было, не последовало, они об этом думают в первую очередь, не от того, что кто-то хочет проводить выборы или не хочет проводить выборы. В первую очередь, кто снова попадет в этот список, это очень важный вопрос. Те люди, которые будоражили здесь 3 года народ, либо попадут люди, которые действительно заслуживают там быть. Потому что у нас система выборов в Гагаузии тоже не очень, ее тоже нужно пересматривать. И вот эта система, когда выбирается из небольшого села депутата или другого, должна быть по всей Гагаузии выборы. То есть это, наверное, самое правильное. Но опять же, как по Республике Молдова, мы не выбираем сегодня депутатов парламента с какого-то отдельного региона, поэтому эта система тоже должна, я думаю, что измениться. Один пункт должен меняться относительно выборов, исходя из того, что уже 2 мандата перебарщивает с нахождением, это узурпация власти, перебарщивает уже в 2016 году, 2021, 2026 еще нет выборов, но это уже не нужно иметь большое арифметическое образование, чтобы это увидеть. И уже нужно думать, что вносить какие-то изменения в работу ЦИКа. Если не вовремя не вовремя проводятся выборы, то он должен автоматом перейти на другой уровень. Если термин вышел, вы уже нелегитимны, и вы не можете, уже должен переходить на уровень Республики Молдова. Иначе проводите вовремя. Примары традиционно вообще стараются держаться подальше в стороне, От политики. скажем так, от большой политики. Да, работать, как говорится, на земле, не вмешиваясь в конфликты наверху. Но когда вот политика начинает напрямую влиять на финансы, проекты, решения, на благополучие жителей, я понимаю, что оставаться в стороне все сложнее и сложнее. И вы подчеркиваете, что примары стараются оставаться вне политических конфликтах, работать в интересах граждан, но учитывая сегодняшнюю ситуацию, я так понимаю, что вы коллегиально в примарском корпусе решили напрямую обратиться к центральным властям для того, чтобы найти вместе выход из ситуации. Потому что перед этим мы общались с исполнительным комитетом, мы тоже встречались. А сейчас хотим встретиться, чтобы на юридических, чтобы на законах, потому что тут по-разному трактуют. Я как бы для себя понимаю, я знаю, что в уложении Гагаузии 3 месяца должны проводиться выборы, но есть еще один пункт, который противоречит всему до того, как новый мандат будет вручаться новому составу, тогда Народное собрание может покинуть, то есть только тогда истекает их срок. Но это может длиться и 10 лет, это что было оставлено специально для того, чтобы узурпировать власть. И вот этот момент, конечно же, он в уложении, он явно не соответствует каким-то там нормам. Я понимаю, что 3 месяца это случай чрезвычайной какой-то ситуации. Случаи, бывают разные ситуации, но 4 года следующее воскресенье. Выборы так проводятся везде. Вот, к примеру, наш мандат в 2015 году был, в 2019 и 2023. То есть все соответствует. И нет никаких вопросов. А в Гагаузии, когда я говорю мы, потому что я тоже в Гагаузии нахожусь, я тоже избран гагаузским народом, мы не должны нарушать собственные законы в первую очередь. Мы не должны давать прецедент. А прецедентов было очень много. То есть, если мы нарушаем собственные законы, пусть это будет относительно выборов, многих моментов, контрибуций, кап инвестиций, но мы не должны, потому что так же может поступить и другая сторона, центральная власть. И тогда чего мы добьемся? А когда мы все дружно вместе не нарушаем законы, не выбираем, кто нравится нам, кто нам не нравится. Нам какой-то примар нравится в этом селе, мы ему даем кап инвестиций, контрибуции. Другой нам не нравится, а зачем мы будем давать? Мы не все будем давать ему. Пусть он ходит, так мы сами нарушаем. Ну давайте так и будет поступать. Другой уровень власти. К чему мы добьемся? Ни к чему вообще. Есть четко, вы придумали сами эти законы. Хорошие, они плохие, но это ваши законы. Пожалуйста, соблюдайте их. Мы не должны выплачивать, камрачане сегодня выплачивают 260 миллионов в виде налогов собственных доходов автономии. Образовывается за счет муниципия Камрат.
Я понимаю, что у нас здесь работают и структуры, которые относятся к автономии, очень много жителей из разных сел, мы это все понимаем, но мы-то назад для развития нашего города всего лишь расходуем 60-70 миллионов, а 190 мы оставляем, понимая, что в Камрате работают и другие, то есть жители Гагаузии. Мы не собираемся забирать весь этот поток финансов и развивать только Камрат. Но если в законе указано, даже в случае тогда был Михай Миневску, мы привлекли грант, проект, знаем, что у нас есть до 50% контрибуций. Когда уже речь дошла о том, чтобы завершить сам проект, ну, нам отказали в контрибуции. Нам что делать дальше? Оставить проект на полпути, как у нас колледж турецкий. Вот простой пример. Опять политику играется. Колледж турецкий до сих пор не запущен, 3 года уже. Опять вместо того, чтобы спросить застройщика, кто построил, кто нам помог, Турецкая республика, так спросите, как они видят. Они, наверное, построили это для того, чтобы мы в первую очередь изучали свой родной язык, который мы забываем. И для этого так надо иметь уважение к застройщику, к меценату, к помощи той, которую мы получаем на протяжении многих лет, с 90-го года, в том числе и становление автономии, и Демирель, и Таyyip Эрдоган, и очень много высокопоставленных лиц турецкого народа были у нас здесь. И были в тяжелое время. И сегодня, когда колледж у нас построен, мы его не можем запустить. Вот почему-то Приморье Камрат может запустить. И Миневску работает, другие объекты работают. Мы все объекты запустили, никаких проблем не увидели. Даже нам не выдали контрибуции. Мы изыскали эти средства, взяли кредит. Но все свои обязательства перед грантодателем мы исполнили. А тут готовый колледж, он уже практически и затягивается, непонятно по каким причинам. У меня такое ощущение, что у нас автономия есть, но внешнее управление, наверное, сильнее, чем ту власть, которую мы выбираем. И вот это внешнее управление, оно должно один раз навсегда и остановиться в этой автономии. Мы должны быть в составе Республики Молдова, мы и есть, но быть не то что географически, а быть в составе Республики Молдова и ментально, и язык изучать. Это наша страна. Мы не можем сегодня вечно, сколько уже помню, больше 30 лет, постоянно конфронтация, кроме времен, наверное, табунщиков, тогда был общий язык, находили, не знаю, что вот, наверное, только тогда вот было, но постоянно, такое ощущение, у нас постоянно здесь уже более 30 лет внешнее управление, то есть нашим, наверное, чиновникам говорят, что делать. Зачем нам это нужно? Ну вот пока политическая повестка остается напряженной, параллельно в Гагаузии формируется документ, который по сути определит, как регион будет жить в ближайшие годы. Я имею в виду, речь идет о региональной программе до 2028 года. Я на сайте Управления регионального развития автономии, увидела. Да, это получается конкретный список проектов, там, наверное, и дороги, и вода, и инфраструктура, бизнес. И здесь вот возникает ключевой вопрос, будет ли это очередной план развития или список намерений, который столкнется с теми же политическими барьерами, о которых мы с вами начали говорить в начале, в том числе, вот как на практике показывает и строительство турецкого колледжа. И вот как председатель регионального совета по развитию, вы напрямую участвуете в формировании этих приоритетов. Насколько сегодня реально в условиях нынешнего политического кризиса обеспечить финансирование, реализацию этих проектов до 2028 года, как вы в рамках этой комиссии рассматривали, и какие из них для вас принципиально важно не потерять, как главы муниципии? Начну с того, что был назначен законно. Ранее говорили, что это незаконное назначение, там должна быть должность только башкана и так далее. Это не так, и в законе самой Гагаузии написано о том, что районы, председатели районов, мэры городов и башкан из всех надо избрать. То есть должность выбирается всеми членами совета. И тогда выбрали нашу должность. И тогда мне, честно говоря, не от того, что я сильно там хотел быть, я хотел не потерять проект. Если бы мы тогда не возглавили бы и не рукопожатный председатель, он бы ничего не получил бы в сегодняшний день. То есть блокировались бы эти все проекты, никто бы ничего не давал, но Гагаузия потеряла бы как минимум 200-300 миллионов лей, которые мы получили. У нас был, конечно, впервые за, наверное, 20 или 30 лет получила
огромное количество проектов, ну, конечно. Всегда Камрад Чадырлунга, то есть на перекосе всегда, хотя если считать последние 5 лет, речь идет о местных проектах, которые тоже регионального развития, но местных проектов, то Чадырлунга немного больше получила, чем Камрад. Ну, слава богу, что получила, то есть чуть больше. Главное, чтобы мы не потеряли эти все средства. И это то, что вы видели на сайте программа развития, это не просто программа. Каждый город буквально за последние 2 года инвестировал до 100 миллионов лей. То есть суммы, которые и проекты идут и в этом году. У нас в центре города замена сетей водопроводных и так далее. Генчлик район, где до сих пор нет воды нормальной. В Чадырлунге есть производство, строится. То есть, конечно же, мы потеряли пару проектов, как упаковочный двор, потому что контрибуции нам не выдал власть автономии, нарушив собственный же закон. Но большинство проектов Европа АПРАПи, то есть у нас уже, по-моему, 16 или населенных пунктов получили, и все получат. А если бы также относились бы к нам, как мы голосуем, к примеру, власти страны, то мы ничего не получили бы. Оно было у нас, если вы помните, времена демократической партии. Программа Друмур-Буни. Камрад 3 миллиона, там, Аргеев там 50, Хинчешта там 30 и так далее, и так далее. Чадырлунга тоже там ничего. То есть ни один гагаузский регион, на всю Гагаузию сумма, по-моему, была там 3 или 5 миллионов лей, практически ничего. Потому что знают, что тут голосов нет и так далее. Но сегодня мы не видим эту ситуацию. Сегодня ситуация не от политических наших взглядов финансируется. Не смотрится на это вообще. И мы буквально вся Гагаузия, многие населенные пункты, у нас более 15-16, они все получали проекты, и садики ремонтировали, и очень большое количество проектов. И программа на следующие, до 2028 года, она также будет продолжаться. Основные вопросы, которые мы там включили в повестку, это же, конечно, инфраструктура. На первом месте инфраструктура у нас всегда. Это энергетические проблемы решения. Это в том числе там находятся, и они не просто там находятся. У нас 1 800 000 Молдова сегодня получает из Европейского Союза средств. И в любом случае эти средства должны быть освоены. Они не могут просто на бумаге. Надо писать и проекты, надо готовить всю эту информацию. Да, конечно же, жаль, что мы не можем быстро получить контрибуции. У нас забираются огромные налоги наших жителей, а назад с большим трудом. Вот налоги наши уходят без всяких, то есть никаких проблем нет, когда мы оплачиваем налоги в бюджет автономии. А вот назад взять законные какие-либо средства, чтобы запустить какой-либо проект, тут огромные проблемы начинаются. И если бы каждый чиновник, каждый политик думал бы о развитии региона, то этих проблем не должно было быть вообще. Как можно сегодня блокировать, к примеру, если вашу, к примеру, семью или куда-нибудь приходит определенная сумма на развитие вашей, то есть мы не найдем эти там какие-то мелочи, то есть для того, чтобы реализовать проект, значит, они так у себя дома не делают. А автономия, значит, это позволительно. 25 миллионов или 22 приходит, но каких-то 6 или 9 миллионов мы не находим, то есть у нас нету для этого. Так мы теряем же эти 25 или 22. Зачем нам их терять? Если вы любите свой край и хотите развить, почему вы делаете так, чтобы эти средства ушли из Гагаузии? Они ведь уйдут в другие города. Часто нам приводят пример Кагул, пример Унгены, развитие их. Ну там, наверное, каждый проект, который приходит, и районные администрации, и города, они их обязательно получают. Поэтому они развиваются. Одни только на уровне мэрии невозможно развить ни село, ни город, ничего. Как вы думаете, какая сумма бюджета, к примеру, в каком-то населенном пункте Гагаузии, село возьмемте, сколько капитальных инвестиций они получают из Гагаузии? 180 тысяч лей, 200, 230, да, чуть меньше, чем заработная плата некоторых чиновников. Целое село. А мы-то оплачиваем 180, это чист миллионов лей, остается в виде налогов для развития чего? Мы эти налоги не собираем от камрадчан и от тех жителей, которые работают в Камрате, для того, чтобы в итоге те люди, которые работают в Камрате, благодаря которым мы
оплачиваем эти налоги, они получают назад на развитие села там 200-300 тысяч. Или, ну, это тоже как-то смешно. Цифры как-то ну, никак они не соответствуют. Собираем налогов мы много. Тут мы говорим о том, что мы население Гагаузии 4,5%, и мы от бюджета Республики Молдова тоже должны, мол, иметь 4,5% в виде всех средств. Так подождите, сделайте сначала внутри у нас. Если бюджет автономии 1,5 миллиарда, так пропорционально разделите на села и города. В том месте будем требовать у Молдовы вот эти 4,5%. Тут у нас отобрали 260 миллионов, и назад даже 20-30% мы не можем получить, остальные расходуются на свое усмотрение. То есть нас уже не спрашивают. Но тут мы должны все вместе стать рядом и требовать другого уровня. Давайте у себя наведем порядок здесь, в Гагаузии, потому что невозможно, чтобы долгое время вот так шло. А региональные проекты мы не потеряли. И благодаря это все случилось дружному примарскому корпусу, в первую очередь. Ряду депутатов Народного собрания, которые тоже не потеряли диалог, которые трезво оценили ситуацию еще в первые, еще 3 года назад. Таких депутатов у нас было немало, то есть в Народном собрании. Ряд политиков, которые, политических деятелей, активистов у нас тоже оценили эту ситуацию. И слава Богу, что у нас не закрылись двери на центральном уровне, на международном уровне. У нас в примариях, я смотрю, не только у нас в Камрате, но у нас каждую неделю, наверное, послы приезжают не просто так. Один проект, второй проект, третий проект. Но без этого мы тоже не можем. Недавно нас тоже, а вам что эти проекты, если Гагаузия якобы в опасности? Так мы недавно видели проекты края мечты. Значит, Гагаузия в опасности, а мы внедряем проекты, то есть вот такие противоречивые высказывания мы часто слышим от некоторых политиков. Вы не внедряете проекты, потому что Гагаузия в опасности. Так она в опасности 30 лет, нам что, в грязи ходить? Пусть она, не знаю, задача Гагаузии мы создавали, я тоже был в истоках, я не знаю, сидел дома там в тот момент. Но я помню прекрасно, что нам нужно не потерять свой родной язык. Нам обязательно нужно культуру. Ладно, в культуре у нас есть достижения, тут бесспорно. И Дюзова, и Кадынча, и очень много наших поэтов, писателей, музыкантов, они уровень культуры держат довольно на высоком уровне. То есть, ну, говорить о языке, что у нас на высоком уровне, если дети очень плохо говорят, очень мало. Есть старания, мы говорим, что никто ничего не делает. И дальше следующее, до чего мы тогда экономически мы отставали от других регионов Республики Молдова. Раньше, экономически. И тут, когда мы говорим паковочный двор, как он должен приниматься проект с объятиями и сказать, ой, слава Богу, что этот проект у нас пришел в Гагаузию. Неужели мы будем упаковывать продукцию гагаузских производителей? А тут на дыбы встали, говорят, этот проект, он коммерческий. В Чаданунге точно такой же проект, он не коммерческий. В Камрате тоже строится, но это он коммерческий. Нельзя такие вещи сегодня делать. Мы должны говорить в первую очередь язык, культура, экономическое развитие. И не забывать, что мы находимся в Республике Молдова. У нас есть, кроме нашего родного языка, есть и государственный язык, который мы тоже должны изучать, да, Сергей интегрировать. Ильич, еще один последний вопрос, так как я вижу, что время нашей передачи уже истекает. Перейдем к конкретной практике. Сегодня состоялось заседание муниципального совета. Да, это как раз тот уровень, где решение уже напрямую касается повседневной жизни людей, без политических деклараций, громких формулировок. Какие ключевые вопросы были рассмотрены и какие, может быть, решения были приняты во время заседания? Если сравнить работу Камратского муниципального совета с работой других муниципальных советов. Я знаю, что в Чаданунге тоже хорошо работает совет. Но я бы оценил работу нашего совета на минимум на 9 баллов по 10-бальной. У нас ни один вопрос не блокируется. Какой бы он, если он имеет цель развития города, то никто даже не обсуждает. Все голосуют 100%. То есть даже один человек, был бы он в оппозиции или там другого мнения, он тоже голосует, потому что знает, что какие-либо средства приходят в наш город. Это мне повезло как примару. Да, бывают вопросы, обсуждаются чуть-чуть дольше, там, затягивается немножко, но ничего страшного, у нас один раз в месяц совет, и поговорить надо. И сегодня мы обсудили контрибуции, потому что сложно нам получать их
от властей и автономии, легко оплачивать наши налоги туда. Вот назад на развитие нашего города мы немножко сложновато их получаем. Хотя часть получаем, надеемся, что и тут. И нам приходится брать долг, кредит и так далее, чтобы не потерять эти проекты. И вот тут нам, конечно же, камрадчанам очень обидно, что налогов мы оплачиваем много. А когда речь идет о том, чтобы мы развили наш город и оплачивали еще больше налогов, нам эту возможность не особо дают. Начинать играться в политику. Слава Богу, что такого нет на Совете. И сегодня Совет принимает. Мы сегодня и спецтехнику определили для ЖКХ, передали уже и для Суканала, и для жилищно-коммунального хозяйства. То есть мы всегда должны расширять и упрощать нашу работу. Совет сегодня работал, и дальше сейчас продолжается тоже работа, но уже без примара, потому что и жителей, в основном очень много вопросов жителей. Это передача земельных участков в частную собственность, если есть там домовладение или там спорные. Но в Совет всегда заходит в понимание этих людей, голосует всегда хорошо. Сейчас работа продолжается, а мы параллельно, исполнительная власть города, готовим проекты, потому что я знаю, что они пройдут у нас. Согласно, я всегда знаю, что Совет поддержит. Поэтому я как примар работаю со всеми посольствами. Буквально посольство в Греции, Турции, в Австрии. Вчера, если вы видели, позавчера открывали площадку в центре города. У нас нет таких средств, чтобы мы строили площадки на миллион или, там, или на полмиллиона. На всего, на ремонт всех площадок выделяется там 800 тысяч. А у нас площадок, извините выражение, очень много. И естественно, что мы работаем для детских садов, даже навесы обычные, тоже ищем грант составляющие. То есть, и этим самым развиваем наш город. У нас острый вопрос, наверное, будет уже на следующем совете. Это связано с рынком. Тут с нашим центральным рынком, да? С нашим, приморийским. Вот он именно по закону, я просто такой параллель хочу провести, что мы отправили уже очень много писем в парламент, и благодаря парламенту даже был отменен пункт статьи о потреб кооперации. И первая, и вторая часть, но дальше идут судебные тяжбы идут с ними, и очень такой, буквально вчера с одними адвокатами мы беседовали на тему, за голову держались, говорят, как такое может быть. Я такой параллель небольшой приведу, решение относительно Чимишли и Камрата. Чимишли в 2014 году также Высшая судебная палата судились потреб кооперации власти города. Значит, все, что в Чимишли законно, в Камрате незаконно. То есть статья закона закон 1252 потреб кооперации, часть 1, 2, для Чимишли не актуальна. То есть в суде суд принял решение. Потому что, вернусь, земля Чимишли в Камрате является доминием публичной, то есть в публичной сфере. И там, и здесь. Она совершенно одинаковая. Нет разницы. В Камрате актуально. То есть статья, она у нас действует. Это еще Советского Союза закон, который был в 1987 году. В Чимишли нет такого закона. Ну, Чимишли рядом здесь, мы вроде в одной стране живем. Может, из-за того, что у нас еще здесь символики есть Советского Союза, все еще остались, наверное, решили, что для нас данный закон еще актуален. Следующее решение Совета о публичности в Чимишли, он является законом Чимишли, потому что согласно 91 закона 7 года распоряжаться земельными публичной собственностью может только правительство и муниципальный совет, то есть это их видение. У нас КООП может распоряжаться, тоже в том числе. У них КООП не может распоряжаться. Земля и закон один и тот же, 2007 года, 91. Чем мы регламентируемся? То есть не можем мы просто сегодня взять и отдать землю кому-либо угодно. Право собственности в Чимишли, оно соблюдается. Право собственности – это регистрация в кадастре. Регистрация в кадастре и в Камрате, и в Чимишли одинаковая. Нет права собственности для камрадчан. То есть уже тут какая-то дискриминация. И вот эти ущемления прав, к примеру, даже наших жителей, она вот относительно именно вот этого вопроса. И все решения судебные и так далее, они полностью противоречат. То есть один другому. Все, что законно в Чимишли, оно незаконно в Камрате. А с чем вы это связываете? Ну, а почему такая картина?
чем это можно складывается. связать? Это несовершенством, наверное, должно быть прецедентное право в этом случае. Мы отправляли очень много, все видят явные, то есть дисбаланс в одном случае трактуется закон так, а в другом нет так. Я думаю, что влияние какое-то есть, наверное, наших местных. И даже Народное собрание, у нас тоже есть закон о потреб кооперации. Мы уже 4 года обращаемся. У нас здесь целый список наших жителей, которые торгуют сегодня, имеют кусок хлеба в этом, на рынке. Вот она, 400 с чем-то человек, они обратились, чтобы мы дальше администрировали рынок. Мы обратились также в Народное собрание, потому что есть еще один закон о потреб кооперации, принятый на местном уровне, то есть и до сих пор мы ни ответа, ни привета, то есть нет дела до, то есть нормальных вопросов, которые поднимают сами жители. Тут 500 человек обратились, и мы уже устали отправлять в Народное собрание письма. Сейчас буквально снова были, но они уже не легитимны, они не могут голосовать за отмену какого-то закона или за изменение. Вот тут я отвечаю, опять же, вопрос относительно ЦИКа. Вот мы обратились, нам ответили, что мы не можем менять законы, то есть мы не имеем права. Так ответ на вопрос, что вы не имеете права сегодня. Ни ЦИК, ни рынок, ни потреб кооперации, ни один из законов вы не можете сегодня ни отменить, ни принять новый, потому что ваш мандат истек еще в прошлом году. Это вот приблизительно такая ситуация. И таких ситуаций, я думаю, будет еще достаточно много, так как власть уже пересидела, скажем так, свой срок. Надеемся, что будут новые выборы 21-го, Да. пусть они останутся, проведутся, и уже надо что-то делать. Что-то нужно предпринимать. Однозначно. И если вы сегодня у нас в студии заявили о том, что примарский корпус на себя берет ответственность решать уже вопросы в политической плоскости, Не то, искать что выход. ответственность, а помощь, потому что помощь. нас за весь наш мандат мало кто слушает в региональных уровне. Мы видели часто, что примар выступал в Народном собрании. Нет, я почему говорю, что да, до у нас- этого да, примары занимались вопросами, связанными с такими потом, насущными Да, проблемами. потом, когда касается вопроса автономии, то где примары, все начинают спрашивать, где примары. Вспомнили, что есть и примарский корпус. Хорошо, что мы друг о друге не забываем, и у нас дружный коллектив примарский, все собираются всегда, и никто не спрашивает, какой вы политической организации. Этот вопрос нас вообще не интересует. Нас интересуют только насущные вопросы, которые ведут наши населенные пункты к развитию. Вот что нас интересует. Хотелось бы такой же посыл, чтобы был у нас и на региональном уровне. Надеемся, что так и будет. А я благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли к нам сегодня в студию Love МД для нашей дискуссии о политической ситуации и о том, как политическая ситуация на сегодняшний день влияет на все вопросы внутри нашей автономии, внутри нашего муниципия. Это не абстрактная политика, потому как это дороги, проекты, зарплаты, в конечном счете это доверие людей. И спасибо вам за откровенный разговор. И доверие, и предвыборная кампания любого политика. Когда он приходит, хочет прийти во власть, он всегда говорит о дорогах, о канализации, о не знаю о чем. Как только приходит, часть забывает, а часть продолжает то, о чем говорил на предвыборной кампании. Поэтому дай Бог, чтобы она была больше реальной работы, нежели политика. Да, и любую реальную работу, я думаю, что оценят наши граждане. Друзья, это была программа Life on Love у нас в студии. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наши платформы, делитесь своим мнением, оно для нас важно. Мы благодарим вас за внимание. Всего доброго, до свидания.